какая цель наших встреч в штабе? Давайте вы понимаем, кто может ответить. Сөйлешуге, татарча, тагын. У них рты набиты еще пока, они не могут сказать. Ну, ядар. Bizim әйтеп алайса, безнең штабыбызның чалданың максаты ул да бу татар телендә сөйләшергә, татар мәдәниятен үстерергә һәм гомумән безнең үзебезнең татарлыгыбызны бу олы шәһәрдә, Мәскәүбездә югалтмаска. Һәм без һәрбер чарабызны матур иттереп, төрле кунаклар шалкадап, кызыклы итеп алып барырга тырышабыз. Һәм бүгенге көнебездә безнең исключение булмас. Бүген безнең бик кызыклы кунаклар. Ул да булса Геннадий Алексеевич, профессор, доктор биологических наук, заслуженный ученый России. Алкошлай, Вы, наверное, знаете все Чингисхана. Слышали такого, да? Наверняка. Так вот, он монгол был. И у него правая рука, его помощник был Мурза Кот. И вот когда Чингисхан завоевал сначала татар, и потом татаро-монгольская ига распространилась, аж дошли до Европы, так вот я вам хочу сказать, что вот у моей мамы фамилия Котова, и она, значит, я тоже потомок татар. Но я потомок самого главного татарина, Чингисхана. Поэтому будьте добры ко мне с почтением относиться. У меня жена, Нурия Алексеевна здесь, она, ну, как сказать, и поэтесса, и певица. Я нашел ее в Крещатнике. Значит, я ее впервые увидел, пришел читать лекцию фирма Red, в Москве была. А Red по-английски, вы знаете, это крыса. Вот. Я поэтому говорю, что я нашел ее в Крещатнике. Но когда я ее увидел, я сказал, что это будет моя жена. И через небольшое время мы действительно поженились. Вот, Человек, автор 20 книг. Сколько у вас научных... 524 научных трудов, Вы понимаете? 23 книги, 38 изобретений, патентов у меня и так далее. Ну, это, Вообще человек, который в советское время создал систему защиты зерна в Советском Союзе, вот 15 республик, и сейчас по ней работают до сих пор, что-то пытается внедряется, но вот это вот фундамент, это вот этого человека. Я вам хочу сказать из своего опыта, да, что вот сейчас и по телеку слышишь, и так разговоры идут, что ребята молодые ищут, где больше зарплата. Я проработал на одном месте с 1964 года по сегодняшний день в одном институте. У меня в трудовой книжке запись одна только, в институте зерна. И я вам советую, подумайте об этом. Не бегать, перебегать с места на место, а искать, где больше заработок, там на 10 тысяч, не знаю, на 20 тысяч больше. А надо на одном месте работать и приобретать знания, становиться специалистом в этой области. И тогда постепенно у вас будет повышаться и зарплата, и вас будут уважать больше и так далее. Есть три вида докладчиков. Значит, первый вид, значит, он пришел к студентам и начинает лекцию. У него кончился материал, он не знает, что говорить, а еще звонок не зазвенел. Он к следующей лекции готовится, собирает материал, много, значит, записал, много приходит на лекцию, начинает рассказывать. Зазвенел звонок, а он еще ничего не рассказал. Не успел все рассказать, то, что хотел рассказать. А есть человек, есть специалисты, которые сколько хочешь, столько и будут говорить. Желаю всем удачи. Мы очень рады, что мы пришли вот сюда
Нас пригласили к нам уехать. Мы пришли и Я родилась не здесь и выросла в такой ортодоксальной татарской семье, где дедушка умыла, все традиции сохраняются, да? И когда я приехала сюда, в Россию, жить, то я знала русский настолько плохо знала, что я с русскими когда говорила, я стою, вот это слово знаю на всех языках, наверное, тюркское основы, но не знаю на русском. И вот так. Сейчас с прошествием времени у меня наоборот, да, я понимаю, что говорят, но у меня рот закрылся, потому что очень сложно, у меня нет такого прямого общения. И в этом своя трудность. И поэтому я действительно, вот я восхищена и благодарна всем силам высшим, которые действительно вас собирают. Сохраняйте язык, любите его. У нас самый красивый язык – это наш татарский язык. Он такой объединяющий. И зная наш язык, мы знаем множество языков других. Мы понимаем и азербайджанский, и турецкий, и узбекский. Это все это одна база. Понимаете? И мы в основе основ. Поэтому вы вообще цените это, потому что вы драгоценны. Вот. А теперь я расскажу еще немножко вам вот о таких интересных вещах, как поэзия. Но начну с малого. Все люди приходят в этот мир талантливыми. Все. У нас у всех есть руки, ноги, у нас у всех есть так или иначе. Мы говорим, да, это дар, мы слышим, это дар. Но почему-то с прошествием времени так получается, что вот ребенок там начал рисовать или что-то, да, им говорят, ой, ты плохо рисуешь, а кто-то великий хорошо рисует. И ребенок вот это несоизмеримое, да, сравнение, и он начинает считать, да, наверное, я плохой. Либо поет кто-то, ой, ты плохо поешь, а кто-то хорошо поет, вот это вот, да, там сравнивают с великим кем-то, да, и ребенок перестает петь, ребенок перестает делать что-то, что он любит делать. Ну, и, соответственно, вот этот талант, он угасает, не раскрывшись, да, вот есть бутоны, которые раскрываются, а есть бутоны, которые вот так и не раскрылись. Если у вас есть что-то в жизни, что вам дано, то вы это выискиваете и разрешаете, не сравнивайте. Вы все у Всевышнего единственные, и все вы пришли с даром. Так вот, у меня в детстве, когда я была маленькая, мне было 8 лет, я сегодня специально для встречи нашла одно интересное письмо историческое, когда была маленькая, и делала писала свои самые первые стихи. И вот я что делать? Мне же интересно, да, написала, с кем поделиться. Вдруг меня там будут ругать, что ты делаешь или что-то. И я написала письмо свое, что и поделилась своей, такой вот, с первым своим стихотворением. Я поделилась и написала письмо с этим в газету «Пионерская правда». Вы понимаете, вот это вот была такая газета раньше, «Пионерская правда». И мне оттуда ответили. Знаете, такое поддерживающее письмо. Это мне вот ответили, как раз я новогоднее, помню, написала, и мне ответили, вот 16 января пришло письмо 1984 года. Многие из вас родились позже, чем это письмо. Да? Вот. То есть здесь мне написали: дорогая Нурия, мы получили твое письмо и внимательно прочитали его. Похвально, что твои интересы так широки, и ты все успеваешь даже сочинять стихи. Не беда, что получаются они у тебя не очень удачно и грамотно. Постарайся больше работать над ними, учись и их правильно располагать и рифмовать. А прежде всего постарайся прилежнее заниматься на уроках русского языка и литературы, что принесет тебе немалую пользу. Больше и внимательнее читай, учись у известных поэтов, пробуй писать и печататься в школьной газете. Мы желаем тебе успехов и всего доброго. Литературный консультант Рыжова. Наверное, вот это письмо, письмо, я его даже могу вам дать, чтобы вы его потрогали. Письмо, которое старше вас. Только аккуратно. Это мой архив. Вот. Наверное, это письмо родило впоследствии вот эту книжечку. Да? То есть вот в прошлом году или в этом году мы издали вот эту книгу.
да. То есть у меня потом с годами было много критики, много всего, да. Ну вот это письмо, это поддержка. Если у вас кто-то есть друзья, знакомые, которые придут и вам по секрету скажут, а вот я там занимаюсь резьбой по дереву или что-то, ни в коем случае не засмеивайте. Вот это вот у нас есть привычка, скажите молодец. Не очень, но все равно круто, ты это делаешь. Ты вышиваешь, пожалуйста, да? То есть вы не представляете, какие красивые работы у меня дома висят, именно вышивка висят. Кстати, можно быть и поэтом писать, да, о ком-то, а еще можно быть музой. И вот когда Геннадий Алексеевич написал свой монументальный труд, огромная такая книга толстая, знаете, это просто было настолько волнительно, настолько... Ну, я расплакалась, когда я в первых строках прочитала, что этот труд посвящается моей жене, Закладной Марии Алексеевне. Вы понимаете? То есть это через тысячи лет, там, через сотни лет кто-то откроет эту книгу, да, а там это... То есть я считаю, что я муза своего мужа, это для меня... я правда плакала, вот, это дорогого стоит. Дарите друг другу любовь, дарите друг другу счастье и благодарность. Каким бы стихотворением я хотела с вами поделиться, вот два, да, мне сказали это. Ребят, если будут вопросы, вы мне задавайте, пожалуйста. Мой поклон маме. Сердце охватит радость, душа торжествует в победе, а губы шепчут: мама, спасибо, что я есть на свете. И больно, и жутко, и горько, и будто бы нет больше сил, последние вздохи, но только твой образ меня воскресил. В жизни большой и короткой, в окружении друзей и врагов, лишь ты для меня опора, мама, земной ты мой Бог. И пусть говорят кто что хочет, но я благодарна судьбе, что именно ты, моя мама, мой низкий поклон тебе. Ребята, если у вас льются стихи, это на самом деле стихи — это некая связь какая-то с чем-то божественным, с чем-то высшим. Иногда кажется, что пишутся стихи, и вот как будто ангел с тобой разговаривает. Ну, кто-то вот настолько вот тонкая какая-то высшая сила с тобой разговаривает. И стихи не могут быть плохими. Они всегда настолько бывают настоящими, настолько они идут изнутри, и они всегда честные. Даже когда я недавно одноклассникам повезла книги, то вот дочь одноклассника говорит: знаете, стихи ведь это всегда откровение. А вы не боитесь, что вот мы прочитаем эти стихи и вот будем знать о вас? То есть вот это вот как распахнуть свою душу, да, стихи, и вот раскрыть, что есть внутри. И издать книгу, это на самом деле это большая смерть. Вот. Ну и супругу своему вот тоже это вот с этого начинается выступление. Можно тоже зачитать? Кстати, эти стихи сейчас стали песней, ее записали, и скоро эта песня будет уже везде известна. Вот, и уже на концерте пели. Вот такая вот история. Ну, тебе 2 раза 35, а мне 2 раза 18. Для нас судьба свершает план, и мы кружим в прекрасном танце. В подробной зале жизни всей, в убранствах мудрости и знаний, огнями множества свечей горят для нас воспоминания. Играет счастье свой мотив, чудесной музыкой желаний, и распускаются цветы от нежной прелести признаний. Плетет гармония узор из хрупких нитей вдохновения, и вечности открытый спор наполнен всплеском откровений. Ему 2 раза 35, а ей 2 раза 18. Для них судьба свершает план. Так пусть парят безумно танцы. Ну, это было давно. Вот, что я хотела вам рассказать. В 2010 году я писала это стихотворение, потому что я уже стала взрослая. Но самое хорошее, знаете, когда уже нечего подарить, подарите 4-стишие, оно останется на всю жизнь. Вот это вот тоже. Вот это я 70-летию подарила. Друзья, привет! Давайте друг другу поаплодируем. Это первое. Да.
у нас здесь все друзья не просто так. Меня гостем назвать, наверное, достаточно сложно, потому что я здесь скорее представитель старшего поколения штаба ТАТА. Отрадно видеть, что вообще здесь собираются молодые лица. То есть каждый раз все новые и новые лица. И если молодое поколение собирается здесь, да, то это по-своему очень круто. Значит, у нас есть, так скажем, у нашей культуры, вообще представители культуры, да, у нашей культуры и у нашего языка, у всего нашего самоосознания и самопонимания, значит, есть будущее. И это очень здорово. Друзья, буду кратко на самом деле. То, что вы здесь, это классно. Дружите, общайтесь, потому что вообще сам по себе штаб – это мощный нетворкинг. Здесь люди не просто знакомятся, да, но встречаются не просто так. Они создают вместе какие-то проекты. Да, то есть по себе могу сказать, знакомимся, создаем проекты, пишем треки, выпускаем клипы, что-то делаем, да, это тоже по-своему очень круто. Создаются семьи, что тоже, в общем-то, классно. Может быть, сейчас вам это не надо, но спустя какое-то время вы об этом задумаетесь. Вот, поэтому здесь такая возможность классная, наработать себе связи на будущее, общаться, дружить и самое главное, тянуться к своему сознанию, тянуться к своей культуре. И, конечно, желательно тоже к своему языку. Поэтому, друзья, хорошего сегодня вам вайба, хорошей сегодня атмосферы. Вот. И дружите, общайтесь. И приятного аппетита. Вижу ваши голодные глаза. Ну, біріншіден, мен Qozondan қойттым. Qozonda шундай болды мусульманский форум. Да? Мусульманский форум, 16-ші тапқыр өтті ол. Біздің 80 субъект федерации, аңлайсыз да? Hər бір субъект федерациядан, в том числе Херсон, значит, Донецк, Луганск, Запорожье и Крым. И, значит, Борсада жіберділер хәзрәтләріне, муллалар Борсада киттеләр Qozonga. Шундай мусульманский форум болды. Біздің енді шул біз мусульманство турында сөйләдік. Андан соң біздің енді по группам бізді распределили. Мен болдым в группе халяль. Мен мындажы күп халяль біз енді шығышлар ясайлар біздің. Шылай бит енді. Мен оларны миңа сұрадылар тоже нәрсе ол халяль. Мен енді сөйләдім дә, и менің шығыш ничектер резонанс болды менің шығыштан. Ондан соң недавно напечатали везде, значит, обсуждали. Нәрсе для сезгә нәрсе ол халяль. Нәрсе ол халяль. А? Ну, барыбер сезнең башка килә фикер ошау. Шулай бит инде. А? Или ит. Или шулай бит инде. Вот. А мен инде анда ничектер бу булды экспромт, халяль ул башта, уйда, фикердә, нияттә. Бүтән нәрсә халяль иде булырга тиеш. Чиста, все, значит, парарга кирәк. Шуны мин сөйләгән инде, миндә шул халяль шундай булырга тиеш дип инде шул. Сез тоже уйлagыз аны менә. Бар гаилә халяль түгел. Бар отношения халяль түгел. Бар шундай сүз халяль җефете. Нәрсә ул? Супруг. Какой супруг? Разрешенный. Разрешенный супруг, да. А еще есть одно выражение. Секретмя. Это что? Или секреткаш. Что это? Ну тогда я вам переводить не буду. Любовница. Любовница, сиерка, точно. Сиерка – это уже не халяль. Понимаете, вот и так все в жизни. Есть дозволенное. Вот если я перехожу на русский, вот есть финансы, есть бизнес, да? Бизнес, есть деньги халяльные, деньги не халяльные. Поступки, все делится на халяль и не халяль. Поэтому вот это целая халяль-индустрия, и как все больше и больше открывается у нас кафе, ресторанов, и многие из них не соответствуют, значит, и поэтому есть такая вот у нас, причем такая тоже вот случайность, что у нас ребята из штаба сейчас дают разрешение на халяль-продукцию в Казани. Вот. И потом, значит, последний день, у нас 16-й год подряд, каждый год мы ездим в Булгары. Вот, поднимите руки, вот, кто был в Булгарах? Ну, это уже хорошо. Булгары, нәрсә Булгары. Вот нәрсә Булгары. Вот Булгары это... Наши истоки. А? Изгажиль. Вот. Наши истоки. Наши истоки. Вот есть такая песня. С чего начинается
Родина, да, вот Булгар началось все. Поэтому вот я бы очень рекомендовал друзей, племянников, родственников обязательно ездить в Булгар по несколько раз, брать экскурсовода, посмотреть в интернете, изучить эти Булгары, там очень много музеев, да, и вот вы представляете, вот 80 субъектов, сколько хазрятов, сколько мул, и все это вот коллективный намаз, наверное, я не знаю, на сколько там, на 5000 человек, наверное, представляете? Коллективный намаз на 5000 человек, а может на 10 тысяч даже, вот огромное вот такое, значит, значение. Ну, что я могу сказать? Очень приятно, что, конечно же, штаб все знают, мы везде узнаваемы, мы везде признанные, да, все нас знают, вот. Я раздал там, наверное, 5000 визиток, да, вот так и нам, чтобы уровень подписчиков, просмотров нам сохранять. Вот. Поэтому вот это очень приятно, что многие знают. И именно здесь собралась публика мусульманская. Потому что мы мусульманскую деятельность ведем большую достаточно. Мы отличаемся тем мусульманской деятельностью, что у нас разъяснительная работа. Вот ифтары все проводят. А рассказать об ифтарах никто больше в Москве этого не делает. Это только у нас, сами вы знаете, да? Мы за 2 месяца перед ифтарами всем рассказывали, что такое ифтар тоже. Вот. Что такое халяль, повторяемся тоже, да, постоянно рассказываем. Вот сказка. Помещику, буржую. Казалось, что мало работают его рабочие. Вот он переживал за это. Рабочий день заканчивается, солнце уходит, и уже темно, вечер, и уже работать невозможно. И он так переживал за это вот. А как нам ночь сделать меньше, а день сделать больше? И чтобы они за день выполняли работы больше. Как сделать? Он так думал об этом, места себе не находил. Аппетит, сон. И тогда ему сказали, вот в горах живет знахарь, он знает ответы на все вопросы. Съезди к нему. Он к нему поехал, объяснил эту проблему. Вот я очень переживаю, почему, как сделать так, чтобы ночь была короче, день длиннее, и чтобы они больше работали. Можно так сделать? Знахарь подумал, посмотрел на него и говорит, можно. Как? Ты возьми 3 пары валенок, поменьше, побольше, еще побольше, одень их 3 пары валенок, 3 тулупа, 3 шапки, 3 кофты, 3 рубашки. Поднимись на самое высокое дерево у себя в округе, возьми длинную палку, на конец этой палки насади вилы, и когда рано утром ты туда поднимешься на высокое дерево с 3 тулупами, с 3 шапками, с 3 валенками, ты возьмешь этими вилами, солнце воткнешь вилами, и когда она будет идти по небу, ты его будешь тормозить. Ему так это понравилось, значит, все, он залез, вилы, все, солнце, и он тормозил солнце. Была очень ужасная жара, ему было очень жарко. Так ему длинным таким показался этот день. Целый день на дереве, жара, вилы, 3 тулупа. Но он настолько был занят этой идеей, что он досидел до вечера, и потом он спустился кое-как, и пришел к своим рабочим, похвалил их, сказал, пусть все так и останется. А этот день ему показался длиннее, чем целый год. Мораль додумайте сами. Вторая сказка, значит. Девочка Таня пришла домой, ложится спать в свою постель. Подушка, одеяло, простынь, кровать. И что-то ей не нравится. Вот. Ворочается. Вот не нравится и не спится ей. Вот. Что делать? А я посмотрю, как другие спят. И она пошла во двор. Смотрит, так хорошо, сладко, в своей конуре спит Шарик. Она ему позавидовала. И она залезла к нему в конуру и тоже попыталась с ним рядом спать. Ну, что-то там и сено колючее, и жестко, и не нравится. Нет, мне так не нравится. Потом она пошла в курятник. В курятник зашла, смотрит, все курочки аккуратненько сидят, и все сладко спят. Она залезла к курам, значит, пыталась там сидеть, они же на насесте сидят, тоже чуть не упала, сидеть тяжело, так у нее не получилось. Потом она пошла к овечкам.
смотрит, овечки так сладко спят у себя дома. Сено, солома, она попыталась рядом с ними лечь и тоже поспать. И тоже ворочалась, ну, не получается. Вот овечки спят, а она нет. И потом она походила, вернулась в свою постель, и ей ее подушка показалась такой мягкой, милой и самой такой уютной на свете. Одеяло ей показалось таким хорошим, мягким, простынь, а кровать, и она сладко заснула. И никогда больше таких поисков не делала.